Здравствуйте, уважаемые абитуриенты! Меня зовут Шанина Юлия Александровна. Я являюсь заведующей кафедрой русской литературы и являюсь руководителем образовательной программы «Русский язык и литература» с 2 профилями подготовки. Сегодня мы с вами будем говорить о вступительном испытании «Русская литература». Форма сдачи данного экзамена дистанционная, вид экзамена тестирование, и вам будет предложено для ответа 25 вопросов. При этом второй попытки сдачи экзамена вам не будет дано, поэтому будьте, пожалуйста, внимательны, заранее продумайте, где вы будете проходить тестирование, чтобы у вас было устойчивое подключение к сети интернет, чтобы вам никто не мешал, не отвлекал вас. И у вас будет не более 60 минут, то есть как только вы начнете тест, с этого момента начнется отсчет ваших 60 минут. И это будет только одна попытка. В результате сдачи теста вы можете набрать максимальное количество 100 баллов, но для того, чтобы принять участие в конкурсе, вам необходимо преодолеть порог 40 баллов. Структуры тестового задания вы видите на слайде, то есть среди 25 вопросов вам попадутся и вопросы по теории литературы, и по истории русской литературы первой половины 19 века, второй половины 19 века, первой половины 20, соответственно, 20 века и второй половины 20 века, начала 21 века. То есть все по разным разделам, перечисленным на слайде, будут в тестах задания для вас. Дистанционная форма сдачи предполагает особую техническую подготовку, то есть помимо знания материала нужно еще очень внимательно подготовиться и настроиться на сдачу теста. Во-первых, заранее вам будет выслан логин и пароль на адрес электронной почты для входа в систему и для сдачи экзамена. Обязательно проверьте заранее папку «Спам» или «Промо-акции», куда могут случайно попасть эти письма от нашей приемной комиссии. И вы первый раз заходите с паролем, который вам предоставлена приемная комиссия, а затем вы при первом входе его меняете и уже будете входить под этим паролем. Пожалуйста, не забудьте зафиксировать тот пароль, который вы введете. Тоже частая ошибка. Перед экзаменом вам необходимо сфотографироваться вместе с паспортом, чтобы хорошо было видно и ваше лицо, и разворот паспорта, где есть фото и ваша фамилия. И эту фотографию вам нужно будет прикрепить до сдачи экзамена, для того, чтобы предметная комиссия убедилась, что именно вы сдаете данный экзамен. Время, которое отведено на прохождение экзамена, ограничено. У вас только одна попытка. Пожалуйста, помните об этом, и только 60 минут. На сайте размещена более подробная инструкция для сдачи вступительных испытаний. И вы видите на данном слайде, как вам найти, в каком разделе вашего личного кабинета размещен данный документ, с которым вам необходимо очень внимательно познакомиться, прежде чем пройти вступительные испытания. Далее, расписание вступительных испытаний, в какой день вы его проходите, строго по расписанию. Прежде всего, выйдя на сайт приемной комиссии, вам необходимо выбрать тот уровень образования, на который вы подали документы. В вашем случае это бакалавриат и специалитет. И далее уже с этой страницы вам необходимо зайти в расписание вступительных испытаний. На слайде указано, куда вы должны кликнуть этим курсором мыши. По расписанию экзамен состоится по русской литературе 23 июня с 10:00 до 22:00. То есть вы заходите в течение этого времени, но вам будет дано только 60 минут, не более часа.
резервные дни, это 18 августа, это 25 июля, извините, резервный день, или для тех, кто подал заявление позже 20 июля, уже на коммерческую форму обучения, это резервный день 20 августа. В резервные дни вы можете только по уважительным причинам сдать экзамен, то есть не то, что вы там какими-то личными делами были заняты, а это действительно должна быть уважительная причина с подтверждающим документом. Ну, например, вы болели в этот день. Как подготовиться к вступительным испытаниям? Опять вы выходите на сайт приемной комиссии, выбираете свой уровень образования, на который вы подали документы, это бакалавриат и специалитет, и среди программ вступительных испытаний для после среднего профессионального образования вы выбираете программу вступительных испытаний «Русская литература». Еще раз подчеркну, это программа для тех абитуриентов, которые завершили уже обучение в специальных, в средних профессиональных, для тех абитуриентов, которые имеют среднее профессиональное образование, то есть закончили колледж уже. Когда вы выйдете, непосредственно загрузите эту программу, вы увидите основной перечень литературных произведений, которые вам необходимо знать, перечень авторов, с творчеством которых вы должны быть знакомы, и с тем, что вам необходимо подготовить. И здесь вы видите, примеры заданий по теории литературы. И задания будут различного вида, различного типа. Либо это будет уже дано развернутое определение того или иного литературного понятия, вам его нужно соотнести с самим термином, либо это будет типология каких-то, например, жанров, героев и так далее. Либо практикоориентированное задание, то есть вам дан небольшой отрывок из произведения, и по нему нужно в данном случае определить стихотворный размер. Что касается истории литературы, то здесь будут задания, но единственная разница, вы видите здесь на слайде, от фольклора до 20 века, в вашем случае по программе проверяются только знания истории русской литературы 19 и 20 веков. Но по типу задания будут такие же. Это будут задания на атрибуцию, например, назвать главного героя произведения, или наоборот, назвать имя автора произведения, задание на типологию героев и так далее. Ну и рекомендуемая литература представлена на слайде, и готовясь по разделам, которые указаны, будьте внимательны, тематические разделы были уже указаны на втором слайде, можете к нему вернуться по ходу консультации, еще раз посмотреть, и перед экзаменом вам необходимо прочитать по учебникам, рекомендуемым вам, эти разделы. И я вам желаю успешной сдачи экзамена и рада буду приветствовать вас в стенах нашего университета уже в качестве студентов. И кроме этого, кроме книжных источников, вы при подготовке к экзаменам можете использовать электронный ресурс. Это Российская электронная школа, где вы можете какие-то типовые тестовые задания тоже найти и попробовать решать тесты по литературе. Контакты. Вы можете обратиться с вопросами по электронной почте на кафедру русской литературы. Я буду рада ответить на те вопросы, которые у вас возникнут после проведения консультации. Всего доброго, до свидания.